a bust at the end of the night under street lamp, bent face flame by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away, yeah. And the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah. Так, еще раз добрый всем вечер. Олеся, вітаю. Привітання, Так, ці по-моему, у слушно нас слышно меня или нет, не знаю. да, у нас няма картинки, Олеся, і я не ведаю, што з гэтым рабіць. Всем привет, сябры. Непонятно, нет картинки, а чаму? Непонятно. Так, ну напишите тады, калі ласка, хоць чуваць сябры. Ёсць подозрение, подозра, што у Олесі там на Кіпры дрэнны інтэрнэт. Ось, но я не ведаю. Сейчас должна либо оттянуться она. Короче, шло по двум потокам. Шло по двум потокам. Так, все, Олеся, картинка есть, но она Браво. какая-то дивная и маленькая, да, сябры? Но нас видно, так? Окей, окей, окей. Так, Олеся, все есть. Хорошо. Добре. И нас Калі ўсё слышно. Ну ёсць, тады что, добра. дорогие друзья, сегодня мы разом с Олесей Пархоменко проведем гэты стрим, который посвятим, конечно же, нашим ДМ-силам. Ось, и поговорим сегодня про нашу лидерку, которая ўсё ну, карацей, которая перад імпрэзай свята дэмакрацыі новай Беларусі яе стали круціць по ўсім каналам, даже расейцы там позвали, по-моему, в жидкий гвоздь там ці куды.
Вось, ну, яна стала шмат гаварыць і шмат чаго нагаварыла цікавага. І ўвогуле мне падаецца, Алеся, што яна паўтарае, как бы ідзе па рэйкам Лукашэнкі, который чым надалей больш размаўляў, тым больш станавіўся мемным чуваком. Вось уже бачыце, дапісалі уже штучная інтэлігенцыя распаўсюджвае, да, вось там шах і мат, открыла типа счет себе. Ну, давайте рахунок у польскім банке, то бок не открыла. Ну, давайте паглядзім відэа караценькае, потом яго пракаментуем. Я ведаю пра праблемы з тэрмінамі выдачы дакументаў. Я сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, як і вы ўсе. Але ж ну, нельга сказаць, што адмаўляюцца вырашаць гэта праблему. Просто гэта не прыярытэт, ну, там не на першых, не першы прыярытэт, скажем так. Ёсць шмат унутраных праблем у Польшы і украінцы тут, і беларусы. То бок, у мяне няма такого адназначнага адказу, калі адбудзецца і будзе тут суперкамфортна беларусам жыць, але тое, што над гэтым пытаннем працуем, і мы пра іх не забываемся. Я яшчэ раз хочу сказаць, што Пал Палыч вельмі моцна дбае пра гэтыя праблемы тут на тэрыторыі Польшы. Гэта я магу сказаць усёй адказнасцю. Дарэчы, здзівілі, што і ў вас, аказваецца, узніклі праблемы з адкрыццём банкаўскага рахунка з-за беларускага пашпарта? Ну, у меня протэрмінаваны пашпарт беларускі, у меня былі літоўскія дакументы, і ну, пайшла, адмовілі. Цяпер вось буду спрабаваць яшчэ ў якім. Таксама А то бок да гэтага часу яшчэ не вырашана пытанне? Не вырашана. Я думаў, што там Ціхановская пайшла, сустрэлася, ну, я не ведаю, там, з Навроцкім. Ось, такая, как бы, такі мемчик на фоне. Я там читал, что на Кипре улады приняли позитивное постановление, которое тычется белорусов. Ось, и тут Светлана Георгиевна, наша дорогая, сказала, что яна ж такая, як усе беларусікі. Не можа открыть у банку рахуначак. Ну да, тут хочется обнять и плакать и спросить. Я не слышала видео, которое сейчас шло, но я понимаю, о каком части разговора шла речь. Я вчера это слушала, когда в машине ехала. Ну, давайте начнем с того, что когда человек называет вопросы легализации не приоритетными, то, ну, то есть у меня просто тогда вообще не о чем разговаривать и не с кем разговаривать. То есть если человек не понимает о том, что легализация для любого человека в любой стране — это возможность легально проживать, легально работать, легально своих детей отдавать в школу и так далее. То есть если это непонятно и не приоритетно, то для меня, ну, то есть человек, в принципе, перестает существовать. Ну и давайте будем говорить, в принципе, кто она такая, говорить нам о том, что нам, белорусам, о том, что для нас приоритетно, а что для не приоритетно. Ну, хорошо, символ 2020 года, окей, мы можем согласиться с этим. Ну и то, как бы соу-соу я бы согласилась с этим выражением, но там президент — нет, элект, ну, тоже нет, инаугурацию она проходила — нет. Что дает нам повод думать, что она лидер? Для меня она не лидер. То есть с заявлениями такого порядка лидер не может выступать. То есть ей совершенно все равно до мнения людей, то есть определенная кучка народа, которая вокруг нее, даже не знаю, как сказать-то лучше, находится, давайте хорошее слово выберем. Ну, отошение Ну да, яе. Хорошие да, люди, там аплодируют. АГП. Оно когда-нибудь закончится, как только закончатся деньги. Вот. И это такая себе тема, но, в принципе, мне это не интересно. Плюс эти прекрасные СМИ, которые аплодируют стоя, когда она говорит о том, что у меня нету легализации, я такая, как все.
об этом надо молчать, и стыдно об этом говорить. Спустя 6 лет, ты говоришь о том, что ты даже для себя легализацию не можешь сделать, не то что для белорусов. Ну, какой же ты Н лидер тогда? С не, чего ну вдруг? ну тут Да. тут же справа у тым, што как бы да, сорі, праблема сапраўды існуе. Она існуе, но гэтая праблема, з якой сутыкнулась, я спадзяюся, што яна не хлусіць, а насамрэч сутыкнулася Ціханаўская, яна не робіць яе становішча роўным становішчу звычайнага беларуса, таму што звычайны беларус без рахунку можа проста застацца без працы, заробку, арэнды жылля і магчымасці нармальна жыць. У яго ж нет, как у Светланы Георгіевны, літоўцаў, якія за ёй стаяць, даюць ёй вілу, ахрону і там машыну і ну, сродкі на нармальнае існаванне. То бок она што хоча сказаць, што усе беларусы так жывуць, як яна, да? Ну, такое Так, цікавае. Ну, у её на там мой есть взгляд, это чистая манипуляция. Это чистая манипуляция сказать то, что она вроде как с народом, вот она рядом с нами, белорусами. Ну, манипуляция оказалась тупее тупого. Больше нечего мне комментировать, потому что IQ белоруса выше среднего в Европе, намного выше. И мы прекрасно понимаем, если у тебя просроченный паспорт, на каком основании ты летаешь, кто тебя посадит на самолет. Если у тебя есть паспорт Литвы, то любой банк европейский откроет тебе счет. Это бред. То есть с любым документом Евросоюза ты можешь пойти в банк в Евросоюзе, и тебе спокойно откроют этот счет. То есть на кого рассчитана эта манипуляция, было не совсем понятно. Ну, для меня это было просто как такое, ну, не то, это не издевательство, это было показатель того, что человек просто, человеку, в принципе, все равно, и она сама себя, в принципе, опустила в глазах белорусов. Ну, и по комментариям, и по комментариям там нашей Нивы, которую она пропускала, можно было оценить мнение белорусов. Тут однозначно. Манипуляция, которая не сработала. Плохой Дорадцо, я считаю. Ну, я не думаю там, Да. что там какая-то была манипуляция у её в галаве. Просто што я кажу, што яна как бы ўсё больш і больш выдае, і как бы з яе выходзіць тое вось, ну, дамашняя гаспадыня, нічога не маю супраць, но то, што яна не на сваім як бы месцы і то, што яна ну, вельмі далека ад народа, ось, ну гэта відавочна. І відавочна таксама тое, што пытанне гэтага паспарта для яе не пытанне абсалютна, таму што вы правильно сказалі, што яна летае там по всему свету, мае там літоўскія нейкія дакументы, яна мае доступ да цел палітыкаў, да грантаў, вось. Ну, і тут вось пытанне да неё, як яна такое даправадзіла за гэтыя 6 год, што маса беларусаў, тысячы беларусаў пакутуюць праз тое, што яны не могуць легалізавацца. А яна ж, вы што ж бачыце, я яшчэ раз нагадаю, сябры, што Сярожык паехаў у Філадельфію, у Амерыку, то бок, прабачце, пасля 2 месяцаў, як ён выйшаў з турмы. Хто яшчэ так хутка легалізаваўся? І кажа, карацей, што, ну, я з ім перапісваўся, калі гэта ён, я не ведаю, бо я яго голаса не чуў. Кажа, амерыканцы любяць такіх герояў, як я. Ну, так, ну добра, што хоць ён сказкі пачаў чытаць і са сцішкамі. Вось, любяць яны герояў там. Ну, добра, мы, можа быць, убачымся з ім на Новай Беларусі, то Сказочных героев любят. Да. я запытаюся. Так, Алеся, ну, а насамрэч, давайте, што там было на Кіпры, таму што, ну, я там указал в описании, што да гэтай станоўчай навіны офіс не мае ніякага Да. аднашэння, і для вас гэта важна, вы паўсюль пішаце, што офіс не мае ніякага дачынення да ну, Но вось да я не гэтага. могу сказать, что что это, ну, важно, но то есть Нет, это правда. нет, это важно. Правда, она Вы всегда заўсёды важнее гэта всего. падкрэсліваеце, я Да. гэта Да, чую, я как бы, і гэта подкресливаю, потому звучыць что это правда. і Да. гэта гучыць вельмі громка, што это не просто так вы кажаце. Ну, распавядзіце, калі ласка, гэтыя Да. навіны. Вось, у меня есть 2 скрына, вось, і адказ міграцыі, Мгм. который вы, я спадзяюся, перакладзёце.
Да, я просто его кратко расскажу. Там, конечно, там много слов, но так как это оригинал, пускай он будет оригиналом. С 2 дня назад я получила на ответ от миграции после, ну, многочисленных встреч, в том числе там с президентом, парламентом, с спикером парламента, с министром, то есть, с многочисленными дипкорпусом. Это все было в течение долгого времени. Получила ответ о том, что, на сегодняшний день белорусские срочные паспорта будут, признаваться, и на основании срочных паспортов будет выдаваться вид на жительство. Более того, он, будет, выдаваться в виде пластиковой карты. То есть до этого момента все заявления, которые подавались с просроченными паспортами, люди находились легально, но они не получали пластиковые карты. Я сейчас объясню, почему это важно, да. То есть, когда, ты подаешь документы, у тебя на Кипре выдают, бумагу, что ты подал документы, но эта бумага не имеет срока годности. То есть при обращении в банк, соответственно, у банка возникают вопросы, то есть, ну, насколько долго этот человек в статусе подвешенным, почему у него нету пластика. То есть, ну, начинаются вот эти вот всякие вопросы. Более того, эти годы, которые были в подвешенном состоянии, они не считались в гра- в подсчет лет, которые необходимы для получения в будущем гражданства Кипра. На сегодняшний день эта проблема решена. Пластиковая карта будет выдаваться. То есть, по сути, на сегодняшний день просроченный паспорт, он приравнивается к действующему паспорту, то есть по силе действия. Но самое важное, что у нас получилось, это то, что дети, рожденные на Кипре у белорусов, на сегодняшний день будут получать пластиковый вид на жительство без белорусского паспорта, без какого-либо другого паспорта. Достаточно справки из больницы, из роддома о том, что ребенок родился. Это, кстати, единственное решение в Евросоюзе такого, ну, насколько мне известно, может быть, меня кто-то исправит, но я знаю, что этого нет. То есть мы видели доклад омбудсмена, таких кейсов нету, чтобы детям белорусов давали вид на жительство на основании справки о рождении. Ну вот это кратко то, что в тексте написано. Но это те самые главные пункты, а, которые теперь уже работают. Вот. А, Мгм. Важно то, что по этой схеме можно работать другим странам. Важно, что есть прецедент. Ко мне уже обратился Александр Францкевич из украинской диаспоры. С ним обменялись опытом, документами, и он тоже будет обращаться к властям Украины для того, чтобы пушить этот вопрос со своей стороны. И делая акцент на то, что Украина желает вступить в Евросоюз, поэтому хорошо бы равняться тоже на те страны, которые находятся в Евросоюзе, касательно вопросов Беларуси. Вот такие у меня новости. Надеюсь, приятные и хорошие. Мгм. Да-да-да, да, все правильно. Ну да, соответственно, да, почему нет? Ну, то есть если уже есть протоптанная дорожка,
Почему бы они не пойти? Насколько я понимаю, но мне нужно это уточнить, э, в Испании не выдается пластиковый вид на жительство. То есть, ну, я сейчас не буду это 100% гарантировать. Если кто-то есть из Испании, там у вас сейчас на эфире, то написать. Насколько я разбиралась в этой ситуации, то есть люди не могут выехать из Испании, но, ну, то есть они легализованы, но выехать не могут. Но опять же, это сейчас не на 100%, потому что в испанском кейсе я не разбиралась. Вот, если какая-то информация будет, но вообще это почти одинаково, но если не выдается пластик испанскими властями, то тогда получается, ну, как бы немножко другой кейс. Но я не знаю испанского кейса до конца, поэтому утверждать не буду полностью. Вот. Ну Надо что, спросить у нашей диаспоры. да, ну нет, ну я ж разговаривал, помню, с Алексеем Носовым, и он сказал, что яны прыклалі вялікія намаганні, хадзілі, значыць, пісалі, звярталіся да ўладаў, каб ім дапамаглі, каб прызналі Беларусь краінай, куды нельга вяртацца, таму што там ім будзе дрэнна. І вось у рэшце рэшт гэтага Сергей, дабіліся. давайте проверим, слышно. Мне пишут просто, что меня слышно, а вас нет. Нет, я уже все В зрабіў. чате там. Я все зрабіў. Я все Добра. зрабіў. Все Да, я добра. просто выключаю мікрафоны, каб яны не фанілі, і вось тупанул. Добра, добра. В Гішпаніі Добра. дабіліся з прасрошанымі пашпартамі дыяспара Алексей Носаў. Дарэчы, Алексей Носаў казаў дзякуй этому Денису Кучинскому за тое, што тот типа подрядился і там ім что-то дапамог. Поэтому гэтыя словы ёсць, і есть гэты стрым. Я яго сёння пераглядаў. Но Нет, збольшага все роўна слово «допомог». Мгм. Вчера, когда был эфир Еврорадио Тихановской, она сказала, что это наше достижение. Я такого не понимаю. То есть, если это делала диаспора и присоединился к ним офис, ну окей, там, благодарность, да, но не упомянуть и не сказать, что это работа диаспоры. Ну, там, в принципе, вопрос стоял о том, чего вы достигли за целый год последний. И всего, что я услышала, это то, что они смогли себя сохранить. Вот, это все из достижений, но и Испанию еще приписали к себе, к достижениям. Вот, ну, такое себе. Резало ухо вчера очень конкретно. Поэтому не упомянуть испанскую диаспору, белорусскую. Ну, давайте, коль Что это скора вы, слишком. Олеся, заговорили про тое, што пра Іспанію, про то, што они зрабілі. Давайте тады зараз праглядзім фрагменцік пра он будзе не па парадку, таму што вы ўвогуле чуеце эфір ці не? Я нет. Ну, то, что видео нет, не слышу звука. Видео вы не будете слушать. Это будет, значит, видос Мгм. называться, это четвертый пункт по видео, там, где Тихановская Мгм. кажа менавіта про Испанию, про хвалит, калі Мгм. робім нешта хорошее, то гэта мы, а калі нешта дрэннае, то гэта люди самі так типа Ну харысавая. Ну да, что, нечаянно глядзім на выбрала. экран, сябры. А паміж іншага там можна шмат чаго назваць, там шматлі кейсы, калі дапамагалі беларусам з Беларусі з'ехаць і ў розных іншых краін атрымаць візы. Гэта і кейс Іспаніі, што пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты, і гэтак далей. То бок ну, за год шмат рэзалюцыі, якія можа нікому не цікавыя увогуле там для звычайных беларусаў, але яны маюць вялікае значэнне для фармавання палітыкі, што тычыцца Беларусі. Ну вось, тут я бы сябры, дзякую, это просто что-то с моим компом творится незразумелае. Сам по себе включыўся вертыкальны поток. Короче, сябры, вельмі I am sorry, но добра, што хоць нас было чутно. Вось, і то есть, как бачыце, якая у іх сістэма. Як што хорошае, так гэта все мы робім. Вось, і кейс Іспаніі тое самае, да, мы там типа і палітзняволеных, значит, выратоўваем. Мы, значит, возбудзілі крымінальную справу супраць Латушкі, хаця нічога там не ўзбуджана. Вось.
і ўсё гэта робяць дэмакратычныя сілы там візы, пашпарты, рэзалюцыі. Дарэчы, гэтыя рэзалюцыі яны ні да чога не абавязваюць і казаць, што яны маюць там нейкае яны для вас маюць значэнне, таму што вы імітуеце барацьбу, спадарыня Святлана. А для людзей, канешне, яны ні для каго не маюць значэння ніякага. Вось. Але калі Резолюция заходзіць носит рекомендательный характер, что говорит о том, что они не обязательны к исполнению. Поэтому выставлять это как достижение, ну, я бы побоялась этих слов, что это достижение. Это просто как часть работы, часть ну, процесса, но это ну, никак не Алеся, достижение. калі казаць, напрыклад, пра мандат, мы можам, ну, то бок у них там, ну, няма мандата, да, ні ў каардынацыйнай рады, я маю пад увагай народнага. У іх там ёсць 2000 там чалавек. Это тое самае, што можна параўнаць, што мы з вами зараз прымем рэзалюцыю, ну, там па Ўкраіне там или па Ірану з вами. Ну, вот мы прынялі і ўсё, рэкамендуем і напішам умна. Вось. Но калі заходзіць гутарка пра Гаюн, там, пра Мельнікаву, пра Харасаву, то гэта ў Святланы Георгіевны і ў АГП, которые ёй кіруюць, это асобныя выпадкі. Ну, типа людзі самі накасячылі, Гаюн сам накасячыў, Харісава сама накасячыла. А што Ціхановская магла зрабіць? А нічога. Яна ж тока грошы просіць ну, пад палізняволеных. Вось. Так што, сябры, я думаю, што на Новай Беларусі, на вот гэтым мерапрыемстве варта падымаць такія пытанні. Чаму так? Чаму няма ніякай адказнасці у нашых, так скажем, лідараў, што якая ж гэта дэмакратыя? Ну, пра гэта мы яшчэ пагаворым сёння. Я спадзяюся, нас зараз добра чутно, відно. А вы што, Какие Алеся, вопросы? добавіце? Да, главная тема и главное, вы же все видели программу, на целых 2 часа будут обсуждаться Юлией Мицкевич гендерные реформы в Беларуси. Это самая больная тема, мы же понимаем, что больнее не бывает. 2 часа выделены в течение целого дня на то, чтобы обсудить, каких гендерных реформ белорусы достойны. И ну, мне нечего добавить. Легализация – это не важная тема, что ее обсуждать? Это ж так, пусти повалюсь. А вот гендерные реформы, мы очень нуждаемся в них, на Ну, самом деле. про тему мы Вот, пагаворым. ну, У нас сумасшествие полностью. ну да, мы до гэтага обязательно сегодня звернемся, потому что как бы у нас будет там вырезка с этого интервью. Сябры, дарэчы, хто не глядзеў інтэрв'ю, ну, то бок не інтэрв'ю, а цёплую ванну прыдворнага журналіста Змітра Лукашука з Ціхановскай учора, паглядзіце абавязкова. Варта гэта зрабіць, потому што там уже Святлана там цалкам плыве і робіць мемныя заявы, кажа мемныя рэчы, такія цікавыя, смешныя. Ну, я думаю, што варта паглядзець. Вось. Ну, особенно, когда она называет цирком политзаключенных, Вот, которые хотят прийти на Алеся, все у нас конференцию. наперадзе. Давайте посмотрим Да-да-да. другі відос, які лічыцца справаздачнасці. Ну, таму што мы ж самі ведаем, за што мы выходзілі ў 2020 годзе. Мы крычалі, што лукашысты, яны краднуць грошы, не справаздачацца перад людзьмі, што мы выходзім за гэта, у турмах за гэта сидзелі, да, чтоб у нас было все празрыста, чтоб у нас была дэмакратыя. Ну, а у выніку тыя людзі, якія гэта дэкларуюць, што робяць яны, і вось давайте глядзім на экран, по-моему, минута з нечым. Узнікаюць тэмы грошай, то пачалі размовы. А дзе тыя 400 мільёнаў, якія там былі выдаткаваныя на беларускую дэмакратычную супольнасць, хто іх там раскраў, куды яны пайшлі і гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў мы гэтую тэму абмяркоўвалі з абсалютна рознымі людзьмі, ад таго ж самага Андрэя Егорова, які добра ведае, як працуюць вот гэтыя усе схемы, ён проста тэхнічна тлумачыў, як это ўсё размеркаванне адбываецца, да палітычных тлумачэнняў. Недалек учора
с Марго Ворыхавай мы таксама гэтую тэму ўздымалі. Але калі вы чуеце такія прэтэнзіі, калі вам кажуць Тихановская там украла столько-то грошай, вот такія у вас рэакцыі, что вы можете адказаць на это? Ну, я ўжо на гэта толькі усміхаюсь, бо я разумею, што гэтая грашовая тэма, яна самая трыгерная, яна вельмі моцна выкарыстоўваецца рэжымам, каб пасеяць нейкі недавер, каб раз'яднаць. Бо тыя людзі, якія не паглядзелі Егорова, якія не паслухалі Ворыхаву, якія не пабачылі вось вашых эфіраў, дзе ўсё гэта тлумачылася, і калі ім закідваеш эту прапагандысцкую інфу, там укралі, тут падзялілі, ну гэта ж заўжды было, наколькі я разумею, нават і да 2020 году, то ну адразу такая рэакцыя, ах, да, яны такія-сякія. І таму уся інфармацыя ёсць у доступе, да? Ужо сколькі раз тлумачылася, як размяркоўваюцца грошы і як людзі імі карыстаюцца, таму ведаючы, што ў мяне няма соцен мільёнаў, мільярдаў і гэтак далей, проста я ўжо ціха і стомлена усміхаюся. Сотен мільярдаў, да, а зато сярожык ёсць у Лос-Анджелесе. Гэта адзін, ну, як прынамсі кажуць, самых дарагіх гарадоў Амерыкі разам з дзецьмі. Ну, то бок крышачку гэта не адпавядае рэчаіснасці, да? Вось. І што я замеціл вось тут, ну, Алеся, што прыдворны журналіст як я называю абслугоўвання, зручна фармулюе для кабеты элект пытання. Вот. Ён не пытаецца там, дзе справаздача, да, а ператварае гэта ў карыкатурна, типа Тихановская скрала 400 мільёнаў. Ну, блин, ну. Ну, я так понимаю, что Женя Казарцев там постарался, ему же надо отработать Не, ну, свой грант. при чым тут Женя? Для формирования. Мне подаецца, что этот, он же Вы думаете, лукашист. они не согласовывают вопросы? Нет, Вопросы они подаются- согласовывают, но я сколько памятаю этого Лукашука, он завсёды таки масло масляное, да? Вот, ну и Светлана, да? Она отказывает мне документами, и она там посылается на Ягорова, на этого грандосмока, который книжки писал, як гранты выбивать с европейцев, да, Ворыхова, это детенок, который было интервью, 10 год я на утэме 16 годов. То бок человек 10 год живе, ну, что яна робіць? Вось ходит там и улыбается, стрижется и обрастая. Что яна робіць? Это живе, ну, на грантах, так, вось. А потом кажуць, што гэтыя размовы пра грошы рэжым выкарыстоўвае. Ну, і прапаганда, то бок пытанні пра грошы, вось, то же самае, ну, прасуюць як прапаганда. Пытанні пра грошы — гэта всё. Значит, это ты супрацоўнік КДБ. Значит, ты работаешь на КГБ, да? Если Да, ты задаешь эти вопросы. Да, но пры гэтым я думаю, што все заўважылі, што ніколі Святлана Георгіевна, ніколі яе падручныя не назвалі, не паказалі аніводнага бюджэту, аніводнага аўдыту, ніводнага рэестра атрымальнікаў дапамогі альбо канкрэтнай справаздачы. Гэтага не было. А размова ідзе пра сотні мільёнаў еўра. Ніводнай канкрэтнай лічбы няма. Ну, у іх ніводнай. Ну, то бок, типа... Вечерка задают вопрос по поводу денег, он говорит, я не знаю, я волонтер. Как только вопрос касается, кто вы, я дорадца. Ну, не знаю, там, какой он дорадца, ну, пока вижу, что... памятаеце, сябры, Алеся, памятаеце, як ён тлумачыў, што вышел такой каля досочки, стал нейкой, такой беленькой, и фломастером там писал, и доказал, вы что, мы не можем скраднуть, это Европа, мы все подотчетные донорам, скрасці нічога немагчыма. Но, дядя Франік, мы просто ведаем, что цяпер, да, что европейцы разом с вами в одной теме, и вы для іх інструмент. Вы ім патрэбны, каб гэтыя грошы расцікаліся невядома куды, і яны вам патрэбныя. То бок вы такі вось сімбіоз, да? Я б назвал бы его паразитами. Вы паразиты, і яны паразиты, і вы паразиты. Вось. І што значыць тлумачылі ў эфіры? Тлумачэнне ў эфіры какого-то Егорова, которого, ну, мало што хто ведае, да? А хто ведае, то ведаюць, хто ён такі.
дружок Неровіча, там дружок Мацкевіча, который ўсё жыццё таксама жыве Ученик на грантах. Мацкевича. Мгм. Вось. Мгм. І ўмеет іх добра браць, пісаць. Вось. А справаздача — это дакумент, Святлана Георгіевна, каб вы ведалі, вы ж, наверно, зусім забылі, што там напісана, колькі грошаў атрымана, кім атрымана, на што патрачана, колькі пайшло на дапамогу, колькі на заробкі на адміністрацыю, які вынік атрыманы. І хто, канешне, праводзіў незалежны аўдыт. Вось. А пытання нет, што там Ціханаўская там асабіста скрадла грошы. Нет. Просто пытанне ў тым, што навошта заместа справаздачы Ціханаўская разам з гэтым Лукашуком прапануюць людзям паглядзець чарговы эфір, дзе яны тлумачаць, што донарская сістэма сама па сабе гарантуе сумленнасць. Гэта ўсё лайно. Вось. А ўсіх астатніх, Мгм. хто пра гэта пытаецца, у прапагандысты, у азарон. Да, сразу в КГБ приписываются, понятно. Других аргументов не имеют. Так. Алеся, я прапаную Поэтому пачытаць наш чат. Людзі шмат Мгм. чаго напісалі, сябры. Качество то плохое, Хорошо. то отличное. Ох уж этот кіпрскі інтэрнэт. Сразу кажу, дзякуй, Васіліна, за донат. Віншую цябе з днём народжання. Жадаю табе ўсяго самага найлепшага. Ну і, канешне, дзякуй табе за то, што ты, ну, з'яўляешься таким чалавекам, которому патрэбна незалежная журналістыка, ну і дапамагаеш незалежным блогерам накшталт мяне, віруса, ну і, по-мойму, Коршуна. Дзякуй табе. Так, вітаю, Сергей. Так, всех вітаем, ставім так, я чутно. Так, гук ёсць, Сергей гук. Да, Сергей, дед стары уже. Так, ставім падабайкі. Офіс прысвоіў усё сябе, пішуць пра гішпанскую справу. Усім вітанкі, прошла зима, настало лето. Спасибо, Светочке, за это. В Украине с пашпартами засада з легалізацыяй. Кстати, яны ж там, значит, хваліліся, што ва Ўкраіне яны всё уже там робяць нармальныя справы. Алеся. У них-то офис, она же вчера даже хвалилась, что у них там все у них там все налажено. Любой вопрос решается только по одному звонку, судя по интонации её. То есть все нормально у них. Но я общалась, с Алексеем Францкевичем. Ну, я так понимаю, что, может быть, не знают его или не знают. То есть это один из активистов белорусской диаспоры в Украине. То есть это реально человек, который много чего делает, ну, реальные дела делает, скажем так. Вот. И он сказал, да, действительно, у них очень большая проблема. По-моему, с сегодняшнего дня вступает закон, что сейчас у белорусы, у кого сейчас есть просроченные паспорта, они автоматически считаются нелегалами. И так как сейчас еще август, и все уходят на каникулы, война войной, как говорится, но каникулы никто не отменял. Будет большая проблема, потому что в сентябре только будет ближайшее заседание, на котором будет, ну, какое-то решение будет приниматься. Вот он сейчас пытается всеми возможными способами повлиять на это решение, собирает документы со всех вот примеры, как Кипр, как Испания, коммуницирует с кем он может. То есть это человек вот там, он делает дело. Это видно, понятно, и не только по его словам, но и по отзывам людей. Вот он с Аленой Житкевич вместе в тесном контакте. Поэтому, ну, как бы, кто не знает его, может быть, знает Алену. Поэтому, ну, дела, да, не очень хорошие с документами. И более того, нелегалы, ну, то есть там невозможно такой правовой вакуум, они не могут, соответственно, ни работу найти, ни в зависимости от того, дети там привязаны к статусу жены, если это мужчина не может найти, либо мужа, то есть тоже там вот эти все, очень-очень много нюансов. Не буду я вдаваться в эти подробности, потому что я, в принципе, не в теме. Но, судя по его разговору, это достаточно серьезная проблема, и офис там опять никаким боком ничем не помогает, и это все вот это вот популизм, который они говорят, что у них там контакты тесные, нету там контактов никаких. Паважаныя Просто сябры, хто противно. нас глядзіць з Украіны, пішыце, калі ласка, ў каментарах,
як там у вас з легалізацыя наконт легалізацыі? Пішыце, калі ласка, у каментарах. Ну, нам таксама гэта цікава. Смотрел свет со Светланой, все время угорал с нее. Жалко, она на нем выглядела. Ну, вы ведаете, да, вот по великому рахунку, я не то, что там злорадствую, там, ну, насамрэч, да. Я заўсёды, калі вось Лукашенко прокалывался, мне так с яго было сорамна там, да. Вось. Ну, Мгм. и, ну, без злобы, да. А, Ціхановская з пашпартам новым мусіць паўсюль ездзіць па іншым краінам. Так, так, ну, тут Тихановскую бэсцяць. Особенно меня поразила ее фраза «я не ведаю, что пораять людям». Ну да, это лидеру такую фразу казать публично. Ну, а что она пораить? Ну, потому что, ну, я наш не лидер. Ей гэты Лябедька не шепнул в ухо. Ось и она и не знает. Так, Сергей, добрый день. Так, ну, про цирк мы поговорим еще. Там я вырезал этот кусочек. Мгм. Приезжал Сережа в Сан-Франциско. Его поклонники есть здесь. Хуан Гарсия тут не авторитет. Сергей, а вот еще тема, Олеся, вот, кстати, интересное пытание от Алекса. Мгм. Почему Тихановская пыталась открыть счет в банке с просроченным паспортом, а не литовским паспортом иностранца? Ну, трапное пытание, да? И пересекать границу стран ЕС с просроченным паспортом запрещено. Ну, дело Я-то в не том, что силен в я этой. на 100% уверена в том, что это не, ну, то есть это не настоящая история, это просто история, выдуманная для того, чтобы казаться таким, как все. Но это сейчас уже не работает, она не такая, как все, и в 20-м, возможно, это сработало бы, но сейчас нет. У тебя было 6 лет, чтобы не быть, чтобы сделать людям нормальную легализацию и быть тогда как все, чтобы и ты в том числе пошла в банк и открыла счет. Но, естественно, она с литовскими документами обратилась, и не она обратилась, и сделали ей этот счет удаленно. И вообще, был ли этот сам открытие этого счета, это, естественно, все просто придуманное прекрасным дарадцем Фрэнком «Вечерка. История». И обговоренная с Еврорадио, потому что пост паспорт вышел буквально 2 секунды, и во время эфира там уже сразу Еврорадио выдало целое полотно, как она страдает, и что у нее нету паспорта, и что ей не открывают счет. Об этом стыдно писать, не то что говорить. Ну, там даже, Это просто позор. да, там даже этот лукашист, этот Лукашук казал, что я думал, вы там к Навроцкому подойдете, он вам все откроет. То есть, ну, разумеете, вот такой даже Ну, казать. даже он его пытался подкалывать ее в этом, потому что это даже смешно звучит. Спустя 6 лет говорить такое в эфире накануне дня э, важного для всех белорусов, что я не знаю, что вам предложить, и у меня тоже просроченный паспорт. Давайте все поплачем вместе. Ну да. Самае цікавае, пішет Вот. Васіліна, калі эта шобла разбяжыцца, беларусы будуць за ўсё пытаць са светы, яна што, не разумее гэта? А кстати, вось што вы думаеце пра тое, калі гэты іх пульхір лопне? Донаравы, ён жа рана или позна скончыцца. Што будзе з гэтымі людзьмі, якія вось зараз мільгацяць на карманных СМі сваіх? А, Ну, Паедуць они ў как бы я Беларусь. так считаю, что в Америку они поедут и будут точно так же, как там Наумчик, как, ну, в идеале там, если совсем ей повезет, она будет как Ивонка Сурвила, но очень сомневаюсь. Но я имею в виду, что будет жить на те деньги, которые успели набрать вместе с вечеркой. Ну, мы же понимаем, что вечерка человек это конкретно заточено на то, чтобы как можно больше грантов получить. И все программы, которые делаются, они совершенно неинтересны белорусам, и гранты берутся под те, которые дается. Экология, да, Беларуси. Каким образом они экологию улучшают в Беларуси, находясь за 3-9 земель от Беларуси? Гендерное равенство, которое сейчас обсуждается. Это актуальная тема? Нет, это не актуальная тема для Беларуси. Просто под нее дают гранты. Поэтому 2 часа Юлия Мицкевич будет нести трэш, который совершенно никому не интересен. Реформы гендерного равенства. У нас нету других реформ, у нас в принципе нету ничего. Но гендерное равенство для нас это просто важная тема. Гэта наше Точно ўсё. так же, как да, это наше все, мы в этом нуждаемся, и думаю, что 2 часа об этом говорить
Зазулинской, это просто там песня будет, не знаю, как это объяснить. Вот. То же самое, как и Еврорадио. Когда у Казарцева спросили, какое достижение ваше самое, как лучшее как главреда Еврорадио, он сказал: я добился гендерного равенства. Это, ну, не знаю, уровень кретинизма или сумасшествия. То есть люди о А нет, другом не все, думают. про Казарцева все понятно. Это Симонян, Казарцев, как бы. Но я вам скажу, что ён вельмі актыўна пішет в каментарах Лявончыков, там Токарчуков, то бок яны так собираются там у кучу в одну, да, и как бы там, ну цікава, да. Воля Токарчук пишет: обдымаю тебе там, да, Лявончика. Ага. Вось, а Лявончык, на Лявончыка там ад КДБшных няма дзе ставіць пятна. І цесть в КДБ, бацька Мгм. там в каких-то зараз идеологах, там теща работает у Лукашенко в администрации, в какой-то охране, там, в связи. Ну, там просто капец. И чувак себе тут живет столько год, фоткается с этими, с белсатами, с Алиной Ковшик там обнимается, с Копцом, живет себе нормально там. И, ну, как бы подобное притягивается Это его подобным. бизнес. Он Да. считает, что это бизнес. Он, Ну, главное, выходит все время в Facebook и говорит: вы все, плохое слово, да, не хочется в эфире его произносить, а мы тут для вас стараемся. да, да, И, да, да, да. и как назвали нынче Ольгу Токарчук, Алка-Ольга, Нет, нет, давайте уже тоже не будем аплодирую. там, не надо там Не-не-не, да я не алко-Ольга. буду. Я буду говорить, не-не, давайте так. Если я буду говорить, я говорю именно свое мнение. Я ж не говорю, что кто-то другой об этом. Я просто считаю, что позиционировать себя как публичного человека и одновременно выставлять свои фотографии с отпуском, с алкоголем и говорить, что это супер, это я популярная звезда эфира и все такое прочее, я считаю, что это полный трэш, да, то есть это не поведение вообще ненормального человека. Поэтому я и говорю так. Ну, то есть это мое мнение, опять же, я ж никому не навязываю. Вот. И, ну, то есть у нас там был конфликт в одной из переписок, поэтому она посчитала, что лучше блогера не существует, и она столько сделала для белорусов, а вы сидите неблагодарные, только на нас тут сливаете свою обиду. Вот, поэтому Шкада, што я вот, гэтага не я бачыў. сказала, что Пані пані Алесе, дзяка за адстойванне інтарэсаў беларусаў на Кіпры і больш глобальна. Павяртайцеся ў чат, піша дякую. Генатавр 82. Так, на каждого грамотного Я юриста понимаю, есть грамотный прокурор. Ну что, Олеся, идем дальше. Мы в эфире уже 50 Мгм. хвилин. Я скажу, что все идет вельмі чётка, не гледзячы на некие тэхнічныя шероховатости, якія были у пачатку. Нас глядзіць, так, а колькі нас глядзіць, чалавек мусіць, о, 70 уже. Это, ну, нормальная аудитория для моего Спасибо. Дякую. маргинального канала, да? Так, ну что, у нас осталось тут яшчэ моментика. Два моментика. Один моментик про народец, вось, а другой про крытыкаў у цырк. Сябры, вытрымаеце нас яшчэ хвілін 15? Ну тады давайте. Так, ставлю видос. Все як у Лукашенко. Каб беларусам тут было больш-менш комфортна, яны не павінны гэта рабіць, і мы як бы, ну, удзячныя, канешне, вельмі за гэта, але мы і перыядычна мы падкрэсліваем праблемы. Гэта і пенсіі, гэта і дакументы, доўгае чаканне, і ўрад ведае пра гэта. Але што нам, я думаю, што нам не хапае, гэта больш грамадскай актыўнасці тут. Не ціханаўская па кабінетам не павырашае ўсе пытанні. Бо час ад часу я чую, беларусаў не бачна, а беларусы там не ўдзельнічаюць. Мы іх не чуем. Вось кожны там ціха-ціха там спрабуе гэтыя праблемкі вырашыць, а нас увогуле, дзе тыя паўмільёны беларусаў, якія зараз у Польшчы, ну там 300 000, не ведаю.
То бок калі завеш на акцыі, каб людзі прыйшлі і пабачылі колькасць беларусаў, людзі не хочуць хадзіць, ці лянута, ці баяцца, ці яшчэ што. А як пабачыць маштаб праблемы, ну, калі нас не бачна. І таму праблемы гэтыя заўжды абмяркоўваюцца. Я думаю, што тое, што сітуацыя хоць не пагоршылася, гэта ўжо добра. Ну, бачыце, як это атрыцательная перамога, да, што сітуацыя не пагоршылася, гэта ўжо добра. То бок, ну, плохія беларусы, неактыўныя беларусы. Трэба, чтоб яны выходзілі, паказвалі колькі, а такавы нафіга? Вы ж бярэце гранты, вы Э, кажаце паўсюль. Они еще должны не только показывать, они еще должны собирать постоянно донаты. Вот сегодня была история, там политзаключенная женщина упала, я так понимаю, что ей нужна медицинская помощь, и, ну, то есть такая экстренная медицинская помощь, потому что она в больнице находится, и оплатить счет. И вот я задала вопрос под этим постом, так Международный гуманитарный фонд, он и был создан для того, чтобы оказывать медицинскую помощь политзаключенным, как бывшим, так и нынешним, да, ну, в зависимости от ситуации, да. А они открывают сбор и позиционируют так, что да, ей нужно помочь, но есть организация конкретная, которая нацелена на эту помощь. Вопрос даже не открывается про эту помощь Международного гуманитарного фонда. Просто он умалчивается, и завтра там на конференции та же Зазулинская, которая там одна из членинь этого Международного гуманитарного фонда, она будет обсуждать на панели гендерные реформы, но никак не работу Международного гуманитарного фонда. Почему-то Байсол имеет возможность открывать сбор на машину Ольги Токарчук, вот, и приравнивает тут же сбор на помощь медицинскую. То есть я не знаю, какие критерии, кого они принимают на этот сбор, но я так понимаю, что там кого Франок пальцем укажет. Вот. И очень удивляется этому вопросу. Не хотите, не помогайте, мне отвечают. В принципе, вопрос, как только Международный гуманитарный фонд, так сразу прям как в штыки. А у Международного гуманитарного фонда даже нету сайта собственного, где люди могли бы почитать, о чем вообще этот фонд, для чего он создан. Люди не знают и не знают, куда обращаться. Вот вопрос. Всё остальное. Алеся, а вось да вас пытанне Да. ад мяне, да, і ад тых Мгм. людзей, з якімі мы разам напісалі ў Еўрапарламент, да. То бок глядзіце, то бок Мгм. был Светланай Георгіевнай арганізаваны міжнародны гуманітарны фонд. Я правильно кажу? Ну, пры яе дапамозе. Туда входил байхелп. Байхелп, байсол. Вось, значит, гэты байхелп Страна для людзям жизни? нет, ну, я кажу байхелп, потому что там страна для жизни не мелькала ў нашых 5 гісторыях. Гэты байхелп, Мгм. значыць, сагласаваў лекаванне стаматалогіі, то бок адобрыў гэта, адобрыў суму. Вось. А потым праз то, што ў іх не было нармальных справаздаж, я думаю, што праз мухлярства іх ад этого фонда адлучылі. Вось, што тычыцца людзей, Мгм. яны пачалі рабіць і не дарабілі. Што тычыцца мяне, яны мне остальные все мне адмаўляюць. То бок, так пачакайце, ну тады Мгм. пытанне так, а дзе ваша ўвогуле перамога? А хто спадкаемнік? Кто эту ответственность на себя берет? Ну, потому что вы же мне одобрили, одобрили. Я до вас вовремя звярнулся, до байхелпа. Вовремя. Люди до вас звярнулись вовремя. Там, кстати, еще мелькает это медклиника, которая подала в суд там на одного парня, забыл, как она называется. Ну, ладно, неважно. Но вот что это вообще? Вот давайте вот. Это досягнение Тихановское вообще, на что это похоже? Для чего это все? Это обыкновенным словом называется махлярство. Потому что, не знаю, как в вашем случае, но я знаю случай, когда для того, чтобы согласовать медицинскую помощь, брали расписку о том, что она получена, и без этой расписки не согласовывали. И через 2 недели после согласования
получения расписки человек получал, письмо о том, что финансирование по этому проекту прекращено. Ну, мы же не глупые люди, мы понимаем, что эти расписки ушли к донорам для отчетности. И доноры им выделили деньги. Вопрос: где деньги? Как обычно, любимый вопрос. И это не единичный случай, и это не сплетни, это и реальные Нет, ситуации, нет, 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 когда нет. Так, у людей Олеся, брали расписки заведомо. Олеся, у меня есть кейсы, вообще кейсы, люди просто говорят, я их показывал. Это и Жук Виталь, и Дима Шувалов с Вильнюса, и там еще есть просто кейсы, они с бумагами, с паперами, ну, то есть, Мгм. так что это тоже, я думаю, что, ну, нормальная находа на Новой Беларусі абмеркаваць на 6-й год. А калі ж мы створым ужо нармальную сістэму дапамогі уразлівым групам? Тых, на которых вы зарабляеце больш усяго. Напрыклад, да, у вас же там палітвязні заўсёды ў цане, хаця сябры, паважаныя там ваяры, паважаныя пенсіянеры, паважаныя іншыя людзі. Я панимаю, што трэба ўсім памагаць, но я просто кажу па факце, да, на ком яны зарабляюць. Вось. Ну, калі ж вы тады зробіце, панятную, как в демократической краине, понятную систему, конструкцию помощи. А не так, что типа тебе Зеро, ты Кабанов корешок, ты там, напрыклад, да. Я сейчас просто вижу, Катерина Андреева ездит вместе с Ну, Тихановской на встречи, там эти дали там грант этому Кулеше, БРСМовцу этому, да, вот. мгм. Ну, тебе нормально мы вставим, тебе, так, ты медийный, ага, про тебя писали, десяточку тебе, а ты кто? А вы все остальные нет, ребята. Вы только можете нам написать, что мы вам помогли, какой-нибудь штырь там вставим вам, как этому жуку, да, вот, и до свидания. А Мгм. тоже не могу не вспомнить, опять же, Кравчука, без ноги человек, Да. адседзеў, а што такое? А чаму яму не зрабілі? Чаму зрабілі гэтаму з правкома Геннадию Федыничу, а чего не зрабілі Кравчуку? А где справедливость, бля? А что это такое? Он вам больше потребный, чем Кравчук Федынич? Я ничего плохого не говорю про Федынича. Он достойный человек, я это не ставлю под сумнев. А только, чем Кравчук хуже? В Вот. том-то и дело, что система-то выработана у них, но она выработана совершенно не в пользу людей. Но все равно идет время, когда решится эта ситуация в пользу людей, и я верю в это. Ну, невозможно, это бесконечная история, она не может быть бесконечной. Не, ну понятно, Вот. но все Вот. равно так. Дело в том, что, Олеся, я успрымаю рэчаіснасць так, што гэтыя людзі цалкам забілі давер людзей. Цалкам. Яны знішчылі веру. Это самое страшнае, што людзі ім верылі, і яны верылі, што ёсць нейкая справядлівасць, што яны не дарма сядзелі. А тут яны прыходзяць, да, і атрымоўваецца, што яны тут зноўку маўчаць, як і пры лукашыстах, потому што Лявончык ім не ўставіць зубы, што там ім не дапамогуць. Ну, хотя им и так не дапамагаюць, но так они живут с такой надеей, как в лукашэнкаўском гэтым ГУЛАГе. Вось у чым справа. Так гэтак і што будзе 8-9 сябры, што там будзе, якія там пытанні будуць абмяркоўвацца? Вы пачытайце праграму. Ну, почитайте там, Там, не про... Там каждые полчаса или обед, или кофе-пауза. Там нет не, времени ну, обсуждать проблемы белорусов. Ну что вы, Сергей, какое там? Ну там главное, чтобы голодными не остались наши демсилы. Тоже мало ли что, умрут с голоду, проблемы будут. Там м, как там что не полчаса, то или кофе-пауза, или обед. Ну вот 2 часа на гендерное равенство выделили, поэтому главное, чтобы не перетрудились. на ваярах яны не заробяць, піша Генатаўр, бо усе годы адмаўляецца ад іхніх схемаў. Толькі тылавыя фрыкі апускаюцца да гэтага, а пенсіянеры не такія актыўныя ў медыа, таму на іх таксама не піарацца гэтая хеўра. Ну так, пенсіянер пенсіянеру, ну да. Карацей, сваім яны дапамагаюць. Так, ну што, Леся, давайте тады апошні ролик паглядзім. Там ужо Мгм. пра мяне будзе, сябры, прабачце за маю мінуту славы.
Цікавы, ну, не цікавы, ну, просто, то, што яна кажа, это просто гамон. Вось вы понимаете, это то, што яна кажа, зараз мы паслухаем, это просто гамон. Такого не можа быць, ну, у нармальнай дэмакратычным грамадстве. І гэтага, ну, просто яна паказвае, хто яна такая. І мне па шчырасці яе шкада. Жыла сабе учительница ангельскай мовы, да, э, і тут, на табе, стала электам, нейкім электам. Вось. Так, ну что, там опять пошел черный экранчик, но я его уже словил. Чаму на канферэнцыю не пускаюць асноўных крытыкаў апазіцыі Пятрухіна, спарыша, віруса, можа была б размова весялейшая, паслухалі б пра грантасмокаў і пра Ну, весялейшая, можа быць, яна і была, але каб нам было весела, трэба ісці ў цырк. А на такіх канферэнцыях людзі падымаюць насамрэч сур'ёзныя пытанні і спрабуюць знайсці ці абмеркаваць рашэнні. І калі я не ўпэўненая, ці гэтыя людзі рэгістраваліся, ці яны запрошаны, не запрошаны, бо там таксама ёсць некалькі ўзроўняў праверкі людзей і таксама з пункту гледжання бяспекі, калі ёсць, напрыклад, верагоднасць, што будуць нейкія правакацыі, то там службы, якія несуць за гэта адказнасць, могуць і не прапусціць. Гэта не заўжды палітычнае рашэнне, каб вы ведалі. Вось, таму запрашаюцца канструктыўныя людзі. Вот так, сябры, канструктыўныя людзі запрашаюцца, і бачыце, яна тут адразу скідвае з сябе адказнасць, типа, это не палітычнае рашэнне, там у нас ёсць служба бяспекі. А где ваша служба бяспекі з Вот гаюном? Где з перамогай ваша служба бяспекі с была? Харрисовой, как она, как получилось с Харрисовой служба беспеки проворонила? Непонятно, да, всем. А Мельникова служба беспеки, как так Да, вот они просто просто так гонят. получилось? Это просто гонят. І знаеце што? Вось мне, Алеся, Ну, цікава, што, ну, гэта, конечно, там магчыма дробязь, то ні вірус, ні спарыш яны не, ну, не пісалі туды запыт, чтоб іх туды пусцілі. Пісаў толькі я. Вось, таму што я лічу это моя праца, да, моя праца, і мне, чым больш праходзіць часу, тым мне больш хочацца глядзець ім у вочы і задаваць пытанні. Вось, понимаете? Так што вось, как этому Стрыжаку, напрыклад. да. Хороший Просто хлопец. удивительная ситуация. На конференцию по Новой Беларуси не пустить бывшего политзаключенного, но мне кажется, это как сама по себе фраза звучит просто бессмысленно, да, то есть я не понимаю, как такое может быть. Но, видимо, другие приоритеты. Не, ну тут Вот, просто у розовых Новой цікава же тут Беларуси. яшчэ і той момант, што яны ж мне адказалі, што типа няма месца, да, а мне уже мясцоў предложили уже там куча, ну, прабачце, што сказал, што куча, шмат людзей, вось, і справа там не ў месцы, а яна уже как бы выпраўляецца, што магчыма правакацыя, калі мы там палічым, да, верагоднасць. Ну, вот такая адкрытасць да дыялогу. То есть, не сказала она просто, что там Ой, Петрухин провокатор. Вось. Ну, а чаму очень крытыкі лукашизмом попахивает. ну, крытыкі маюць такое ж права прысутнічаць і задаваць пытанне, як і яе прыхільнікі. Как она сказала, канструктыўныя людзі. Вось, ну, конечно, за гэта сорамна, потому што гэта М. такі канкрэтны, ну, нармалёвы зашквар. Ну, што, Алеся, Ну, я так час. понимаю, что конструктивно это Харрисова. Конструктивнее не бывает. Так не, я Она, просто кстати, ось ведущая какой-то панели, если я не ошибаюсь. я просто думаю, что да, кстати, да, там, если меня туда не пустят, я буду, работать около входа. Дякуй, Витольд, это Витольд Вильнюс, наверно, да. Дякуй тебе за донат. Я все-таки спадзяюся, что они меня пустят, потому что, Олеся, меня лукашисты пускали на свои заседания. Они мне не отказывали. Они мне не разрешали иногда снимать. Ну, они меня, ну, пускали, понимаете? Пускали. Ну, там Драгачук. же Вот и сумасшествие. Кабанов даже был на приеме у этого, у министра экологии, не памятаю, как его фамилия. То есть они
пускали и слушали лукашисты, а эти, бля, строят демократию, да. И тут я просто, Олеся, я ну, не то, что я там хочу там придать себе весу, да, ваги. Глядите, я былы палітвязень, да. Глядели сказку Тихановского, где он сказал, что это блогеры сделали революцию. Я вось один з тых блогеров. Я там типа получил медаль за буги, ну, как-то нескоронности, да, меня, ну, там узнагародзілі. Я отседзеў у турме, да, і я являюсь зараз як бы СМИ. То бок, глядзіце, то бок, чым я дрэнны беларус. І, ну, я што, себе, ну, напрыклад, там паводжу неяк не так, нецензурна выражаюсь там или што. Я просто задаю пытанні, і пытанні цалкам легітымныя пра ўсё. Вось. Ну, і тут, Алеся, вы задумались. Вы так Президент, а? президент Эклер боится людей белорусов. Это І бачыце, лукашизм. якую фармулёўку ужыў этот прыдворны гэты Лукашук. Э, критики оппозиции. Ну, бы это вообще, а что критика — это плохо? Ну, критика, она может быть Э, хорошей, может быть, положительной. Ну, а что? Это же нормально, когда есть розные меркаванні і розныя кропкі гледжання. І для таго і ёсць дэмакратыя, каб слухаць, все слухаюць усіх і прыходзяць да нейкага паразумення. Таму што калі пазваць усіх толькі канструктыўных вашых прыхільнікаў офіса или людзей, я яшчэ, Алеся, думаю, што есть такая как бы вялікая група людзей, якія не сачаць за павесткай, яны проста працуюць, і ім важна, каб у іх у галаве жыла ілюзія, што ідзе барацьба, якую, ну, з сабой там увасабляе Ціхановская, разумееце? І калі такія людзі, як я, вырываюцца з пытаннямі, як Коршунаў, як Вірус, як Зміцер, амерыканец, і гэта разбівае іх карціну міра, то бок і яны не хочуць пра гэта думаць, потому што ім гэта страшна. Ну, то бок яны баяцца пазбавіцца ілюзіі сваей, што вот у нас же есть света. Ну, 20-го года-то уже няма, уже прошло 6 лет, посажены лучшие, дзякуючы Свете, дзякуючы Франыку, Азарову, распілена огромная колькасць бабла, а людзі не хочуць гэтага ўспрымаць. Вы поймите, что, ну, вы скажете, а что без Тихановской? Да вообще пофиг. Вообще, а как без нее? Нужно А будет что? объяснить людям, что нужно принять участие в выборах. Это будет сложно, конечно, потому что все убито, и все понимают, что эти выборы — это все лайно, но нужно это делать. Потому что Света есть, что она говорит там представительство, и это вот Хевра, которая возле нее. Какое представительство? Кого? Они представляют только себя. Нам нужно представительство. Вось давайте оставим Свету, и все. И там яшчэ там этого Лябедьку, и все. А навошта астатнія все? И все, яны будут ходить, представлять, ездить там паўсюль. Ад іх няма проку. Они представляют себе и зарабляюць грошы для сябе, и жрут паэлью, по Мексикам ездят, да, и там по яхтам по своим Не на знаю, правах. нам на Кипре не надо ее представительства. И так нормально дышится, Ну, чтобы я она кажу только ўвогуле портила для ўсіх. Калі яна там мае воздух. нейкі там капітал, ну няхай, ну калі людзі там, ну, мне таксама яна не патрэбна. Я просто вижу, што гэта вельмі, ну, короче, это вельмі Ну, дрэнная слушайте, гісторыя. но она просто тот символ, который отыграл свою роль. Да, да, ну И пускай, все. кому-то И нужен больше там, да. ничего. Она отыграла свою роль в 2020 году. Ну, никто не голосовал за нее. Но мы же всех Ну прекрасно понимаем. понятно, Голосовали понятно, ну, против Лукашенко. Это не кандидат, за которого шли люди. Шли Олеся, против Лукашенко. Ну, я зачем, кажу, зачем какие-то регалии ей придумывать? Просто я она символ, который играл свою роль. Все. Я кажу только з той кропкі Стала гледжання, калі камусьці гэта патрэбна, разумееце? Вось толькі з гэтай кропкі гледжання. Пускай будзе там один чалавек, но не гэта там непонятные Ворыхавы там. Вось Ворыхаву, да, взяли, типа, пошла яна на падвышэнне ці куда. А дзе Ворыхава з справаздачы? Што ты зрабіла? Ты там была па маладзёжнай палітыке. Сколькім ты палітвязням дапамагла? Сколькі ты, может быть, там дапамагла людям поступить, там месца У прабіла меня тым. конкретно есть опыт общения с Фориховой. А, Когда-то ко мне обратились родители
студентов, которые белорусских студентов обучаются в Польше, и у них была проблема, что белорусским студентам не дают практику. Не пройдя практику, ты не можешь перейти на следующий курс университета. И я напрямую к ней обратилась, сказала, что Марго, ну, то есть я ее не знала на тот момент, мне казалось, если ты занимаешь какую-то такую должность, ты хоть что-то должен делать хотя бы. Я ей сказала, что ну, давайте создадим какой-то пул компаний, которые могут этим ребятам дать практику, то есть взять их на практику. То есть белорусских студентов там не такое огромное количество, но белорусских компаний много. В Польше есть офис Wargaming, есть, сколько я помню, EPAMA офис, куча компаний, которые, если при правильной организации, они этих студентов могут забрать. И что мы видим? ВОЗ и ныне там. Там какой-то сайт пытались они что-то сделать, но так он, по-моему, ушел в небытие для того, чтобы была информация о том, где можно обучаться для белорусских студентов. Но нету этого, никакого результата нету. Если бы он был, его бы показали, потому что там самое малейшее и то хвалится. Ну, как видим, даже для справоздачи Света не подготовила ничего сказать нам вчера. Они просто сохранились. И это И, их со- достижение. и В принципе, они это и сохранились, ставили целью. и сохранились, это их цель сохраниться і каб як Да, мага да. больш, і сохранились яны толькі дзякуючы таму, што яны там маюць нейкія ўваходы в кабінеты, што яны разам з еўрапейскімі чыноўнікамі вось піляць грошы. Вось. Ну, мы Мы не можем пожадаем им. сказать, что они неэффективны. Они эффективны, но цель у них не совсем нужная для белорусов и Не, Беларуси. не, па Они расхілу эффективны в грошаў своей цели. Да, яны вельмі да, эфектыўныя, да, я яны про это. проста У них красаўчыкі, цель именно проста такая. яны. Все правильно. Но, Алеся, но ведь заходнія чыноўнікі, яны ж таксама з імі ў тэме, то бок яны разам працуюць. Не могуць еўрачыноўнікі бачыць, что штось ідзе, да, и такой, а где, подождите, а где справоздачность? Вот как они говорят, так их не обманешь, этих чиновников. Там такая строгая отчетность, но мне реально смешно. Я всегда вспоминаю в этом случае Мельникову, да, которая украла там деньги, и никто не возбудил из-за этих там 200 тысяч никакой. То есть это мелочь получается, да? То есть за мешок картошки мы тебя посадим, ты понесешь наказание, да? Ну, к Мгм. примеру, да? Непонятно. 86 человек Ну, глядит. я не верю ни одному слову, которое говорит Франек. Вот абсолютно не верю. То, что он говорит, это ровно наоборот. Если когда говорит Лукашенко, то он там сливает некоторую инфу, с его слов можно понять, что там происходит. А то Франек врет полностью, от первого до второго, до последнего слова. И все, что говорила Тихановская, полное вранье вчера. И никто меня в этом не переубедит. Да, Просто да, смех за. конечно. Да, конечно. Но она сказала, что возбудили дело против Лукашенко. Дело не возбудили, сябры. Ну, Да, да, его даже нету его этого. не возбудили, Просто просто поданы документы собираются, и все. проверяют, он никем там не назначен, не этим. Ну, то есть, как всегда, вот говорят, что-то такое есть, как лукашисты, да, есть толика правды, докручивают, люди не проверяют, ну и думают, что супраць Лукашенко узбуджена криминальная справа Международным криминальным судом. Это не так. Ну, наша Нива во главе с Роудой хорошо работает, еще получше, чем пропаганда Лукашенко. Ну, если Наша Нива ровно, кстати, про Настюшка да, вообще молодец. да-да-да, ну, она вообще, да, она очень молодец. Вчера такая тему важную подняла, про сестер Груздевых. Они же очень важны нам. Мы же не знаем, как они живут, а тут они А раз и нам Соболенко? рассказали, а мы А теперь знаем. Соболенко, яны все Да. время там, А вот белорусские дети, которые без документов. Э, Радио Свобода сделала пост. Ни "Зеркало", ни "Белсат", ни "Наша гнида", ни, кто ж ещё, кого я забыла уже сказать. То есть, сделала только пост Озерк, Радио Озерк, Свобода. Озерк. Да-да. И вот, браво, то есть, дети белорусов — это не актуальная тема. Совершенно неважно, как они легализуются за границей. Главное, мы узнали, что все сестры Груздевы прекрасно живут в Минске. И мы узнали, Спасибо всем. кто у Соболенко новый хахаль, да? Или там, ну да, они, Да, да. Без этой информации нам просто не жить как таковой, поэтому.
Что там Слухай, хуже, желтые сливы или наша гнида, еще надо посмотреть. я думаю, что наша гнида круче. Сейчас я хочу, Нужно сябры, голосовалку в чате сделать. щас я хочу глянуть, сябры, перад тым, як мы будем развітвацца. Олеся, мы с вами увидимся, я так думаю, в субботу, да, в Варшаве. Я там буду либо на конференции, либо под конференцией. Там поговорим. Тогда уже вживую познакомимся с вами. Вот вы ж поедете? М, Что, Это, нет? это сейчас шутка или сарказм? Ну, я не знаю, я думал, что вы Нет, я не поедете. поеду. Думаете, что я не такая? Я Ну, же не знаю, может, вы собирались Оппозиция ехать. демократическими силами. Нет, что вы. Сябры, У меня пе пе найдется куча полезных дел, чем сябры, заняться. не-не-не, а што то бок, если я поеду, гэта будзе бесполезно ці што? Олеся, мы так не Ага. договаривались. Ну, 30 Слухайте, 3500 километров ради того, чтобы увидеть Тихановского, а я не что? готова. Тихановскую, Шаціліну, запытацца, как там муж з сынам, не пасадзілі іх яшчэ. Слухайте, сябры, на расставание, ну, просто пошучу так, значит, первая панель, какая будет, называется «Не чакать, а стварать новое окно магчымасцей». То есть, блядь, 6 лет они все стварают окна магчымасці. Там прымае удзел выбітныя людзі: Тихановская, Бабарыка, Латушка, Паша Северинец поднялся на первую панель, прикиньте. Роза Турарбекова, да, тоже с лагеря лукашистов. Артем Брухан. Короче, 3 лукашиста. Я считаю, Бабарика тоже. Вот. Северинец непонятно там, что-то с ним у него расколотое зараз. И Сергей Тихановский, если приедзе. То бок, вы понимаете, какие будут сур'ёзныя пытанні там падымацца, да? Что там нужны только Боюсь себе конструктивные. представить, просто Да, боюсь себе да-да, представить, какие да-да-да. серьезные будут. Так, ну что, Олеся, будем тогда Откройте развитываться им окно, пусть они выйдут. Да. Давайте, Я сейчас говорю, у нас откройте, есть откройте им это окно, пусть они уйдут. Да, так, что-то у нас, по-моему, Я шучу. пропало Вот это. видео. Давайте сейчас будем развитываться уже. Сейчас, сябры. Мгм. Мне еще огород надо идти поливать. Так, Ледачев 95. Вот так жалко. Столько люди пришли, такая великая колькость, и треба заканчивать. Все, иди. Олеся, ну тогда кажите до побачення, а я поставлю свою любимую песенку. И, поважанные сябры, коли вы До хотите побачення, подтримать всім дякую. да пабачэння ўсім дзякуй. Калі вы хочаце падтрымаць мой ваяж у Варшаву, мне дапамаглі, мне накідалі немножко на каву, мне далі на дарогу грошы. Вось, ну, калі маеце жаданне падтрымаць незалежную журналістыку, вось наверсе на каву, чырвоны квадратик, буду вам удзячны. Ну, а не, то не, вы ж самі ведаеце. Олеся, дзякуй вялікі табе за то, што прыйшла ў эфір сёння. Да пабачэння. Камера уключена, круг наперад,
Петрухін. Завтра кожны з нас, пакуль працуе камера, праўда жыве ў нас. Жыве!